серце Тугойщині, моєму святла не хапало. Для меня заходил несмен летуценник Янка Купала. Коли я пригнешенный мечем забивался на властный голос, где расправить приходил плечи по-батьковську, якуби колос. Часом хворий шукав отхлання на межині биття і світу, і гучали, як оправдання Богдановича Саня. А коли мой лес за чаем под надеями креслив рису, сустракался за шклянкой чаю и у кавярни столик с сысом. То я до чего за твой верша почал. Мне было 14 годов, когда я опинулся в Беларуси, у вязковой белорусскомовной школе. Не разумеешь негодного слова, как по-белорусски. Все предметы белорусскомовные, подручники белорусскомовные, там от русской литературы белорусского познался. И всем было по коротей, всем было да, все, что я не разумею мовы, потому что когда ты пришел в школу нашу, учился, мне вот было, я не разумел слово, и одной школе наставница вернулась до хлопца, когда нечто сказала, она его запитала, зразумела, я не зразумела, я это переклал, я заняла по-русски. И рассмеялся на меня и сказал, что я хлопца добил чем звернуться. Я тут не верил, что зразумела, а не по-присловию. И как бы, я же не тупый, не бараш, когда мне это все ставились. Мне пришлось читать. Читать по-белорусски. Вот я обвластился книжками белорусскими, Шамякиным, Мележем, Казакевичем, Кузьмой Черным. Ну а то, что я жил на улице Киркова, вот поэтому и такие версии. Вот. Ну и доводилось, поскольку мы еще брат, не сестра, поскольку мы не были иншаземцы, доводилось доказывать кулаками по-основному. А первый фингал мне поставили у Шахтинску, когда мне было 10 годов. Его звали, он был хлопец соседнего двора, соседнего дома. Звали Янис Витовскал. Вот. Ну, там мне что-то не поделили, он мне зародил бока, я расплакался и побег. Он меня догнал и примусил взлюбиться. И сказал, что добро повинно быть с кулаками. Потому что в этом выпадку между нами ты, например, добро применил, а я зло. Да не давай, обороняй свое добро. Дякуючи йому, я зрозумів, що ніколи не треба утікати. От раз переходить и поселить. Ну и он доведался, что я с Беларуси, и доведался, як белорусскому на меня. Сказал, что ты ніякий не Коля, а Микола. И я стал Миколом, и если бы был, решил, что